Проектным офисом города Якутска совместно с МКУ Агентство земельных отношений в Якутске дан старт новому сезону выездной акции «Дачный десант». В этот день владельцы дач смогли получить исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы. В основном дачников интересовали вопросы, касающиеся межевания земельных участков и их регистрации. Садоводы, огородники и дачники могут получить консультацию агентства земельных отношений, консультацию по вопросам в сфере архитектуры, расчета биллингового центра в части платежей за коммунально-жилищные услуги, ЕПК-платежи, то есть это возможность оплаты безналичными расчетами. Вместе с тем, проектным офисом города Якутска эта акция делается не только для консультирования населения, но и мы привносим что-то полезное для наших жителей отдаленных территорий. Допустим, в выходные уже на территорию, на которой мы сегодня осуществляем консультацию, это Вилюйский тракт 13 и 16 километры, мы отправляем грейдер, который здесь пройдется и отгрейдирует дороги на территории СОТов. Кроме того, у нас сегодня придут сюда студенты для того, чтобы собрать весь мусор, который здесь находится в территории конечной остановки. И надеюсь, что жители будут готовы, получив не только квалифицированную консультацию сегодня от окружной администрации города Якутска, ее специалистов лучших практически, да, но и получат чистую территорию, более того, отгрейдированную дорогу. Акция «Дачный десант» стала ежегодной доброй традицией и показывает высокую востребованность среди дачников. За консультациями приходят жители ближайших поселков и СОТов. Здесь они могут провести сверку очереди на получение земельных участков, узнать задолженность по арендной плате и многое другое. Мы хотели сегодня получить консультацию, во-первых, по электроэнергии. Да? У нас очень большая проблема с электроэнергией. У нас бесхозные, все мы бесхозные, понимаете? Линии бесхозные. Потом бесхозные у нас сами вот эти вот трансформаторные подстанции наши, они бесхозные, понимаете? И это не должно быть так. Не может быть то, что вызывает опасность для жизни человека, оно не должно быть бесхозным. У нашего СОТа. Нашего СОТа. Да, наш СОТ-энергия, да. И мы сейчас вот хотим собрать документы, и как бы, чтобы нас на баланс кто-то взял. Вот. И потому что, вот, допустим, восстанавливать все вот эти столбы, все вот эти линии, да, мы обращаемся в городе, ну, сами понимаете, да, частникам. Путем, да? А кто этот человек, как он поставит, что это будет, опасно для жизни, не опасно для жизни. Это все очень, так, знаете, опасно просто. Вот. Второй вопрос, который мы хотели решить, это тоже по водопроводу. У нас пожарный водопровод, мы используем его для полива, допустим, там, поливаем там, да все. И у нас тоже он уже приходит в негодность. И как бы вот это все своими силами, у нас получается все, что мы здесь делаем, это все ложится просто на плечи дачников. И просто с каждым годом все дорожает. А у нас в основном-то все пенсионеры. И как бы, нам как бы это очень, как сказать, очень трудно нам все это восстанавливать. Вот. Если раньше, допустим, были, вот когда СОТы давали, все были молодые, мужчин было много, там помогали, а сейчас у нас вот в основном вот, да, бабушки. Да. Конечно, это должна в городе быть программа. Пусть это, говорю, будет 50 на 50, но это, по крайней мере, выход. Первый это вопрос. Третий вопрос по межеванию. Потому что это, вот сейчас надо делать межевание СОТа, и вот нам надо, конечно, это вот консультация, для чего это, как это поступать, потому что участки когда-то были в 90-х годах, раздали, допустим, 120 участков, а на самом деле сейчас всего 50. А вот эти остальные участки, как с ними поступить, что и как, вот это тоже для нас очень большой вопрос. Но вы получили консультацию? Да, мы получили очень хорошие консультации. Это очень полезно, что сегодня сделали дачный десант. Это выход. Аналогичные выезды планируются в течение всего августа. 10 августа Покровский тракт 10 километр возле поста ГАИ, 17 августа Сергелякское шоссе 5 километр возле продуктового магазина Дом 20А, 24 августа Намский тракт возле магазина Тундра на территории заезда в Сонт-Сатал, а 31 августа на Маганском тракте 3-4 километр, бетонированная площадка с левой стороны в сторону от Магана.